Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв, проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Онкология – это заболевание коварное, порой скрывающееся за привычной для каждого человека усталостью и стрессами. И для того, чтобы определить наличие или, напротив, отсутствие болезни, важно знать несколько важных правил. О том, как на ранней стадии диагностировать рак, какие методы лечения являются наиболее современными, мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей Еленой Александровой, врачом-онкологом Якутского республиканского онкологического диспансера. Добрый вечер, Елена Николаевна. Добрый вечер. Ну, давайте начнем, наверное, с самого вопроса, который приходит на ум. Это о диагностике онкологических заболеваний у нас в Якутии. Каким образом она происходит, что для этого необходимо? Конечно же, тут в первую очередь нужно понять, да, что каждый человек является единоличным хозяином своего организма. И кроме него, что происходит в его организме, никто понятия не может. Поэтому каждый человек должен обратить на себя внимание. Конечно, мы знаем, что мы все заняты, все работаем, кто-то учится. Несмотря на свою занятость, надо обращать на свое здоровье большое внимание. Конечно же, если организм страдает от чего-то, все равно каким-либо образом дает знать о себе. Поэтому в первую очередь важно, конечно, знать, что врачи готовы помочь, есть методы исследования, есть скрининги заболевания, поэтому каждый человек, конечно же, в ответе за свое здоровье. В настоящее время существует федеральный проект, национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», и в рамках этого проекта проводится очень много работы. И в нашем регионе тоже имеются регион-специфические проекты, в которые включены скрининг заболевания, онкологического заболевания, онкопоиск и онкодесант. Такое понятие, когда врачи-онкологи непосредственно из онкологического диспансера выезжают в районы и проводят осмотр и обследование пациентов, желающих населения. А вот диспансеризация, допустим, насколько она эффективна в части диагностики первичной стадии рака? Конечно же, диспансеризация дает свои плоды. Ни в коем случае игнорировать диспансеризацию нельзя. Я знаю, что в настоящее время поликлиники работают очень хорошо. Буквально вот на меня тоже на днях выходили с поликлиники, производят обзвон и приглашают на диспансеризацию. Диспансеризация включает в себя основные методы обследования, по анализам крови, по минимальным исследованиям. Допустим, у женщин обязательно включена маммография, УЗИ брюшной полости малого таза, в зависимости от возраста. Также у мужчин, опять же, онкомаркеры те же, УЗИ и так далее. Поэтому диспансеризацию никак нельзя игнорировать. По результатам диспансеризации к нам направляются пациенты, в основном на начальных стадиях заболевания. Очень часто люди, далекие от медицины, да и просто без жалоб на здоровье, задаются вопросом, а разве можно определить онкологию лишь по анализу крови? Вот на что необходимо обращать внимание? Конечно же, есть такое понятие онкомаркеры. Да? Любой человек может дать в любой клинике, будь то в платной клинике, будь то в обычной поликлинике, сдают онкомаркеры. И наша республика маленькая, начинает обзванивать знакомых врачей и так далее. У меня онкомаркеры повышенные, это все, значит, рак, все, пора бежать в онкологию. Это действительно неправильное заключение. Только на основе анализов крови, в том числе онкологических маркеров, поставить диагноз рак невозможно. Поэтому, в случае, допустим, если действительно пациент сдал анализы, какой-то маркер повышенный, тут уже необходимо более углубленное обследование данного пациента. Потому что я помню, что онкомаркеры повышаются и при воспалительных заболеваниях, конечно, и могут дать соответствующую картину в результатах анализа, а у человека уже внутреннее психологическое состояние будет подавлено. Да, очень важно сдавать онкомаркеры в здоровом виде, правильно сдавать, допустим, перед этим не принимать пищу и так далее. Поэтому не все, конечно же, сдают правильно еще при этом.
У нас много говорится о том, что онкологический диспансер в 2023 году распахнет свои двери в новом здании. Насколько это повысит качество обслуживания пациента, что будет нового в этом здании, ну и, безусловно, как с диагностикой и с лечением. Конечно же, все население нашей республики, в том числе мы, врачи-онкологи, уже давным-давно ждем этого особого момента, когда откроется наш долгожданный онкологический центр. Конечно же, это, конечно, сыграет в пользу, да, и диагностики, и лечения. Буквально вот на днях продолжаются очень такие большие работы по оборудованию, по оснащению данного диспансера. Наш диспансер практически готов на 70%, поэтому, конечно же, в 2023 году планируем открыть диспансер и лечить наших пациентов, соответственно, по всем клиническим рекомендациям, которые существуют на сегодняшний день. Вот вопрос есть от телезрителя. Если у меня в семье по отцовской линии у большинства родственников был рак крови, говорит ли это о том, что такой диагноз обязательно будет у меня и моих детей? И как себя обезопасить в данном случае? Как часто проходить проверку? Рак не наследуется, например, как цвет глаз, структура волос, может быть. Да? Причины возникновения рака много, да, теорий много, в том числе наследственный фактор, химический какой-то, да, биологический фактор. Но все вот эти факторы, теории, они как бы показывают единый процесс с разных сторон. То есть все они вкупе работают над тем, чтобы возникла опухолевая клетка. И каждая живая клетка содержит протоонкоген. Это белковые соединения, которые отвечают за возникновение рака. Если какая-то мутация происходит, при воздействии каких-то неблагоприятных факторов, протоонкоген уже активируется, становится активным белком и превращается в онкоген. И уже онкоген уже делает свою работу, уже на основе онкогена возникают опухолевые процессы. И в зависимости, на каком этапе, конечно же, генетический фактор тут существует, да, это, конечно, однозначно. И в зависимости, на каком уровне прошла мутация, да, клетки, да, допустим, половой или клетки, соматической или клетки, в зависимости от этого можно разделить наследственный рак и ненаследственный рак. А как часто проходить данному человеку проверки? Ведь может наступить острая фаза того же самого лейкоза. Вообще пик заболевания онкологическими заболеваниями, что у женщин, что у мужчин, приходит на возраст старше 60. Но если, конечно же, есть такой наследственный фактор, что более 3 членов семьи, да, заболели раком, пусть будет раком крови, конечно же, данный человек должен периодически проходить обследование, хотя бы раз в год посещать хотя бы своего участкового терапевта, и тем самым терапевт на основании его жалоб будет направлять на соответствующие обследования. Вот у нас и в социальных сетях бытует мнение, что у нас очень выросла за последние годы онкология. Вот насколько это правда или это миф, или все-таки у нас диагностика улучшилась и стали больше диагностировать, а раньше люди умирали в деревнях и даже не знали, что они умирали от онкологии. Это первое. И второе, насколько у нас идет распространенность определенного типа онкологии по районам. Есть ли у нас какая-то градация, где-то больше, допустим, рака молочной железы, где-то больше рак шейки матки или легких? Конечно, по первому вопросу, да, конечно же, статистика работает, да, статисты считают, да, и в последнее время, конечно же, есть рост, да, но он не такой прямо обширный рост идет, да, стабильно идет рост, из года в год рост идет, потому что, конечно же, доля правды в этом есть, появляется у населения онконастороженность, да, появляются все более современные методы обследования, конечно, за счет этого и растет выявляемость онкологических заболеваний. Но говорить о том, что раков стало больше, я думаю, наверное, не... Вы правы. А в целом вот по республике какая идет градация? Какой онкологической патологии больше? Рак легких, рак пищевода, ЖКТ?
Есть 6 основных нозологий, по которым сейчас ведется работа, ведется скрининг именно по этим 6 нозологиям. Это в первую очередь рак легкого, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальные раки, это рак кишечника, рак печени и рак предстательной железы. Вот эти вот 6 заболеваний, которые в структуре смертности от злокачественных заболеваний занимают более 50% случаев. Поэтому особое внимание именно определено им. И у нас сейчас на сайте любой человек нашей республики, может даже не только нашей республики, может зайти на этот сайт oncopoisaha.rf и пройти анкетирование. Анкетирование многоэтапное. На первом этапе, значит, происходит анкетирование. Тут, конечно, полувозрастные особенности и так далее. Жалобы, анамнез собирается. И на основании этих всех позиций собирается макет пациента и определенно открывается допустим, для определенного человека определенные моменты. Да, дальше углубленное анкетирование проходит и подбираются, то есть отсеиваются пациенты, которые, возможно, заболеют либо уже больны онкологическими заболеваниями, и данные пациенты уже вызываются на более углубленное обследование непосредственно наш онкологический диспансер. А вот можно выделить какие-то определенные симптомы, на что человек, обратив внимание, обратиться в последующем к врачу? Конечно же, есть такие многие раки, которые особо не дают симптоматики. Да? Человек живет, радуется жизни, и бац, уже четвертая стадия. Но в большинстве случаев, конечно же, как бы с учебников мы знаем, да, что когда у человека рак, человек слабеет, да, возникает какая-то вот выраженная слабость, снижение аппетита, да, вот такие вот основные вот такие моменты, да, снижение массы тела, может быть, да, какие-то изменения цвета лица, может быть, да, и при этом очень важно как бы мнение окружающих тоже. Человек сам тоже, допустим, может и не заметить этого, но вот окружающие, близкие люди его, да, даже, допустим, у пожилых пациентов, у тех же, да, могут, конечно же, это заметить. Поэтому очень важно в семье тоже следить за пожилыми людьми, да, за бабушками, дедушками особенно, чтобы вовремя определить на обследовании. Я вот вспоминаю курс онкологии, который мы проходили в институте. Снижение аппетита, отсутствие блеска в глазах, какая-то определенная апатия, похудение. Вот, наверное, это те вещи, на которые следует сразу, да, обращать внимание. И еще помню из курса, это результаты анализа крови. Допустим, повышенная соя, лейкоцитоз. Это те вещи, на которые надо обращать внимание, если у человека отсутствует какой-либо хронический воспалительный процесс. Вот это тоже для тех, кто любит заниматься своим здоровьем, надо обращать внимание. А вот какие виды бы обследования вы бы сами порекомендовали мужчинам и женщинам в возрасте от 40 лет? Ведь есть диспансеризация, как раз там есть определенный набор. Достаточно ли он или еще бы пройти? Что касается женщин, конечно, это, за последние годы возросла доля заболеваний именно онкологическими заболеваниями женской половой системы. Это непосредственно рак шейки матки у нас растет, да, уже выходит на первые позиции. К сожалению, болеют молодые женщины, пик приходит на 30-40 лет. Конечно же, это половая гигиена обязательно нужна, да? Хотя бы 2 раза в год посещать гинеколога обязательно нужно. Ну и элементарные обследования, это цитологические мазки, УЗИ малого таза, для маммографии тоже, да, для женщин, конечно же, необходимо. Что касается мужчин возраста старше 40 лет, конечно же, сейчас из этих же опять-таки 6 нозологий, которые вот у нас, да, занимают первую позицию, это рак печени, колоректальный рак. Ну и рак предстательной железы тоже включается вот в этом возрасте, поэтому уровень простат-специфического антигена у мужчин, тот же УЗИ малого таза и, конечно же, кишечник, хотя бы укал на скрытую кровь, например, да,
в принципе, каждый человек после 40 может этот анализ пройти практически безболезненно. Да, но я вот сколько сталкивался, опять же, в практике, когда пытаются пациенты сдать кал на скрытую кровь, все забывают о диете. Да, то есть не есть мясное, да, где может, наоборот, проявиться кровь, но только не твоя, а животного, ну и, следовательно, будет ложноположительный результат, а это, опять же, лишняя депрессия. Поэтому при любом сдаче анализов, какой вот совет ты хочешь дать, вы обязательно изучайте порядок сдачи этого анализа, как необходимо его, в какой период, как правильно собирать материал, чтобы не допустить ложноположительного результата. Давайте теперь поговорим про злокачественное и доброкачественное новообразование, потому что иногда, когда человек слышит где-то в описании слово «опухоль», понятно, что для него это определенный стресс. В чем отличие доброкачественного, злокачественного образования и, следовательно, как отличается тактика лечения? Конечно же, любое новообразование, будь то злокачественное образование, будь то доброкачественное образование, конечно же, тут речь идет о хирургическом лечении, да? Но если смотреть патоморфоз, да, развитие вот этих же злокачественных образований, доброкачественных образований, есть разница, конечно, да? Нормальные клетки, человеческие живые клетки, да, они имеют как бы свой определенный срок жизни, они смертные, а опухолевые клетки, они бессмертные. Они на фоне своей вот мутации они являются клонами обычных нормальных клеток и обманывают таким образом организм и сами непосредственно начинают размножаться, увеличивается в размере, при этом не умирая, поэтому злокачественная опухоль очень быстро растет. Доброкачественные же опухоли, они, конечно же, медленно растут, они не дают метастазов, и обычно они не проникают в соседние органы. А злокачественные образования, они, конечно, дают и метастазирование происходит. Это, то есть клетка любая вот из опухоли отрывается, через кровь или лимфу уходит в другое место, там останавливается и начинается рост именно метастазов этой опухоли в другом органе, либо в лимфоузлах. Ну и тогда тактика лечения как отличается? Тактика лечения, конечно же, онкологическое заболевание на сегодняшний день есть 3 вида лечения. Да, это хирургическое, лекарственное лечение противоопухолевым препаратам и лучевая терапия. Да. А доброкачественные опухоли, конечно же, это больше всего это хирургическое лечение. Оно не нуждается в проведении химиотерапии, лучевой терапии. Вот как раз про химиотерапию, да, бытует мнение, что эти препараты приносят больше вреда, чем пользы, да, и волосы выпадают, и состояние не очень там воротит многих от приема этих препаратов. Но насколько они эффективны с точки зрения онкологии? На сегодняшний день, в общем, с развитием вообще специализированной онкологической помощи, да, идет бурный рост, да, как бы развитие данного направления. Если мы раньше, допустим, лет 20-15 даже назад, может даже 10 лет назад лечили одними химиопрепаратами, то в настоящее время сейчас с возникновением таргетных тех же препаратов, иммунопрепаратов, да, лечение противоопухолевыми лекарственными препаратами становится для пациента менее пагубными в отношении других органов. Да? Конечно же, химиопрепараты, конечно же, они эметогенные сами по себе, да, вызывают и рвоту, и тошноту, и, как вы сказали, выпадение волос. Это неминуемо, конечно, да, но при помощи других препаратов, допустим, тех же противорвотных препаратов, да, мы, конечно же, снимаем все симптомы. И без лекарственного лечения, конечно же, любую опухоль злокачественную не вылечить. Поэтому, конечно, если речь идет о первых начальных стадиях, да, рак на начальных стадиях практически излечим. А если говорить о поздних стадиях, о той же 4-й стадии, да, то и вероятность того, что поможет та же лекарственная терапия, то есть химиотерапия, конечно же, маловероятна. Поэтому, конечно же. Поэтому очень важно выявлять рак на начальных стадиях.
Ну, диагноз рак — это для некоторых считается приговором, когда пациенты его слышат. Насколько правильно вовремя сообщать диагноз человеку, на основании чего выставляется диагноз онкология, потому что, как я знаю, что гистологически он должен быть подтвержден, и как правильно проводить беседу с родственниками пациента. Конечно же, диагноз рак в первую очередь ставится на основании всех обследований, да, которые прошел именно данный пациент, и после гистологической верификации, да, то есть когда мы имеем уже клетки опухоли, злокачественные опухоли. И тут возникает, конечно же, уже следующий этап, да, как правильно сказать в первый раз человеку о его диагнозе. Да? Тут, конечно же, сложно бывает и врачу, и пациенту. И не надо забывать, опять же, о родственниках. Да? В первую очередь очень сильно страдают родственники, поэтому необходима именно психологическая помощь в данном случае. Да? И, конечно же, врачам тоже сложно. Первый раз говорить о диагнозе, когда пациент слышит в первый раз о диагнозе, конечно, реакция может быть разная, да? И при этом врач должен учитывать и эмоциональный статус пациента, да, эмоциональный статус его родственников, поэтому очень бывает сложно, и возникают такие моменты, когда один врач не говорит диагноз. Собираемся консилиумом, и уже все вместе в какой-то той или иной форме уже говорим о диагнозе. А вот вы сказали о психологической поддержке членов семьи. А где ее можно получить, эту поддержку? В настоящее время мы сотрудничаем с Центром психологической помощи молодежи и семье. Этот центр существует при Министерстве молодежи и социальным коммуникациям. Он находится сейчас, по-моему, на Курашова, сейчас, где вот бывший Минздрав, да, был. И там, в общем, готовы помочь каждому пациенту и родственнику. И также у нас работают волонтеры, которые непосредственно работают с нашими пациентами, от всей вот группы риска, которые более вот подвержены, допустим, той же депрессии, да, каким-то вот таким психологическим моментам. Поэтому работа идет, и в будущем в нашем онкологическом центре, но мы очень надеемся, что будет работать именно штатный психолог. А можно ли справиться своими силами в этом вопросе? Психологической поддержки? Психологическая поддержка, конечно же, идет в первую очередь от врача. Мы врачи, допустим, я уже сколько лет работаю, да, я уже по роду своей деятельности, я уже, наверное, уже являюсь почти психологом, да, медицинским психологом, поэтому, конечно же, это нагрузка на врача. Конечно, есть выгорание у врачей тоже, да, потому что особенно молодые врачи, да, которые только столкнулись с такой работой, да, вот первый раз сказать пациенту о диагнозе, это бывает очень сложно. А средняя выживаемость сейчас при выявленной онкопатологии при первой стадии, второй, третьей, четвертой какая? При первой, второй стадии выживаемости мы уже говорим о 5-летней выживаемости, о 10-летней выживаемости. Конечно, процент высокий. А если говорить о поздних стадиях, конечно же, тут мы уже варьирует от стадии заболевания, 3-я или 4-я стадия, от того, где есть метастазы. Это сугубо индивидуально у каждого пациента, конечно. Так? Ну, конечно, выживаемость при поздних стадиях, конечно же, низкая. А как правильно ухаживать за пациентами с онкологией? Как правильно? Конечно же, реабилитация онкологического пациента – это отдельный вопрос. Да? Тут уже по всей республике имеются койки сестринского ухода. Да? Также в первую очередь это уход за такими пациентами идет на плечи его родственников. Да? И допустим, после обширных оперативных вмешательств, после химиотерапии идет беседа с пациентом и его родственниками, как обычно. И уже врач непосредственно обговаривает такие моменты сложные, да, какие по уходу именно за тем или иным пациентом. А вот паллиативные койки, для чего они необходимы? Паллиативные койки, их, к сожалению, в нашей республике в настоящее время не так-то много, да, но они есть.
Именно в этих отделениях происходит именно вспомогательная помощь. Допустим, опять же, снять болевой синдром, да, провести какую-то дезинтоксикационную терапию. Да, это, конечно, все это происходит именно в отделениях паллиативной помощи. Вот не так давно на глаза попалась научная статья о том, что все проблемы, связанные с онкологией, они связаны из нашего внутриутробного развития в раннем возрасте. Насколько, на ваш взгляд, эта теория имеет место быть? И опять же, насколько генетика влияет? Вот мы вначале тоже говорили там, про рак крови, вопрос был от зрителя. Вот вы в процессе вашего опыта работы прослеживаете ли вы какую-то взаимосвязь, что вот действительно там у родителей была онкология, и вот сейчас обратился дочь или сын? Безусловно, связь с генетикой есть. Конечно, генетические нарушения, конечно же, стоят впереди, да, возникновения процесса рака. Да, поэтому если в семье, допустим, болело раковыми заболеваниями более 3 членов семьи, уже следует думать о наследственной предрасположенности. Да. Конечно же, при развитии опухолевой клетки, конечно же, это все равно нарушение генетического аппарата, да, аппарата происходит. И уже на основе вот этого нарушения уже возникает опухолевые клетки. Во внутриутробном развитии, если мать соприкасалась там с какими-то канцерогенными факторами, облучением радиоактивным и так далее, конечно же, риск есть возникновения опухолевых клеток у ребенка. Да? Поэтому, конечно же, наследственный фактор, генетический фактор, конечно же, играют большую роль. А как часто в Якутии болеют дети и насколько успешным является их лечение? И у кого больше шансов на успешное лечение, у взрослого или у ребенка? Конечно же, ну, как бы, конечно, не хотелось об этом говорить, конечно, дети болеют, да, дети болеют онкологическими заболеваниями, это порядка 20 детей в год обычно, да, бывает по статистике, если смотреть по статистике. На уровне нашего государства работают с каждым ребенком индивидуально, подбираются именно под ребенка, под его заболевание, подбирается протокол лечения центральными институтами онкологии, и уже на основе вот этих протоколов ребенок лечится. Если говорить о злокачественных новообразованиях, об опухолях, да, то, конечно же, на ранних стадиях болезнь излечима у детей. Если говорить о раке крови, тут, конечно же, тоже вот если ремиссия идет 5 лет и более, то можно уже думать о выздоровлении данного ребенка. Вот я вот за последнее время наблюдаю за социальными сетями, в том числе количество объявлений о сборе средств для лечения детей, в том числе от онкологических заболеваний, вот в Якутии я по последнее время даже не слышал. Это говорит о том, что все-таки средства государства выделяют колоссальные на лечение этих детей. Конечно. Конечно, работа идет под каждого ребенка, да, и индивидуально с каждым ребенком работают целые институты, даже не один институт, это 2-3 института работают именно над одним ребенком. Уже выстраивается протокол лечения, и уже на основании этого протокола уже проводится лечение. Вот, ну, опять же, из практики история. Иногда ко мне звонят друзья, товарищи, спрашивают, вот, там выявлена онкология, нужен такой-то, такой-то препарат. А вот как быть этим пациентам, которым необходимо то или иное лечение, куда им необходимо обращаться? Вот какая маршрутизация пациентов у нас в республике? Ну, в первую очередь пациент должен обратиться в наш онкологический диспансер. За последние годы не было такого случая, чтобы мы не смогли обеспечить того или иного пациента каким-либо препаратом. Да? Зачастую больные и родственники в силу там, ну, не знаю, своего незнания или как, ли обращаются в другие клиники, платные клиники, в том числе за рубеж, да, выезжают, поэтому уже как бы выстраивается другое, ну, как бы определенное мнение, ошибочное мнение, что в нашей республике, в нашей стране невозможно лечить какое-то заболевание какими-то препаратами. На самом деле все есть. Все виды лечения, существующие на данный момент по всему миру, мы можем предоставить пациенту в наших условиях.
Мгм. Вот вы сказали, что надо обратиться непосредственно к вам. А если, Мгм. ну, я живу в районе, Мгм. да, вот как мне быть тогда? Я же не буду каждый раз летать к вам на диагностику, на консультации. Опять же, в рамках национальной программы открылись в районах у нас ЦАОПы, то есть Центр амбулаторной помощи онкологическим пациентам. На сегодняшний день существует только в нашей республике 17 таких вот центров, и в этих центрах работают обученные онкологи, и человек непосредственно может обратиться к онкологу именно в том районе, где он проживает. А если я житель города Якутска, тоже обязательно к вам? Или есть кабинет онкологической помощи в Якутске? Центр амбулаторной помощи онкологическим пациентам существует тоже в городе, тоже при первой поликлинике, при третьей поликлинике, при второй поликлинике и в медцентре города Якутска, где опять же работают квалифицированные онкологи. Но первично, скорее всего, лучше проводить диспансеризацию. Да, да. Вот в рамках диспансеризации какой объем анализов будет проведен пациенту? В рамках диспансеризации существует обычная диспансеризация, я даже сейчас не скажу, да, там определенно от возраста, в зависимости от возраста имеются вот эти определенные обследования. Да, допустим, у женского населения обязательно маммография, УЗИ и так далее. Ну, это в зависимости от возраста, там градация идет по годам. И, в принципе, то обследование, проводимое при диспансеризации, может выявить рак при ранних стадиях. Мгм. Вот. Опять же, да, это как напоминание для телезрителей. Все-таки диспансеризация, с учетом того, что государство сейчас выделяет отдельный выходной день для прохождения диспансеризации для работающего населения. И есть возможность проходить не только диспансеризацию, а профилактический медицинский осмотр, если ваш год рождения не подпадает под диспансеризацию. Кроме этого, есть периодические медицинские осмотры на предприятиях, там, где вы работаете. Поэтому не упускайте эту возможность, потому что эта возможность вам, возможно, в последующем спасет вашу жизнь. Ну и давайте обратимся к нашим телезрителям. Какой совет можно дать жителям республики от врача-онколога? Что может пожелать врач-онколог Не болеть. населению? Конечно же, не болеть, радоваться жизни. Конечно же, в последние годы, конечно же, тяжело, да, с появлением нового коронавирусной инфекции и так далее. И, конечно, всем тяжело на самом деле, да. Но, конечно же, хочется пожелать здоровья, вести образ жизни, правильный образ жизни имеется в виду, да, и следить за своим здоровьем. И нужно помнить, что каждый человек является единоличным хозяином своего организма. Вот оптимистичная нота от врача-онколога. Мне бы, конечно, хотелось присоединиться к словам Елены Николаевны в части того, что нужно беречь свое здоровье и не попадать в онкологический диспансер. А коллегам я хочу пожелать, чтобы 23-й год для них стал годом новоселья, чтобы они въехали в новое современное здание и в этих светлых, уютных кабинетах с новым диагностическим оборудованием оказывали медицинскую помощь населению республики. На этом выпуск нашей программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Я напомню, что у нас в гостях была врач-онколог, заведующий поликлиникой Якутского республиканского онкологического диспансера Елена Николаевна Александрова. Меня зовут Иван Луцкан. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы расскажем, чем живет Якутия. Желаю вам всего самого доброго и, конечно же, здоровья. До свидания.